Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Андрей, и моя любознательная помощница Лисичка, Ривиськи. Ребята, здравствуйте! Мы с вами продолжаем наше увлекательное путешествие в волшебную страну ирзянского языка. Друзья, послушаем пословицы, которые я подготовила, и угадаем, о чем мы сегодня будем вести речь. То навтнемась, пштилгавты, нузяксчись, ножкалгавты, Учение ум развивает, а лень притупляет. виесь, содамочисе, Сила в знаниях. кии ламу ловны, селамо соды. Кто много читает, тот много знает. Правильно, ребята, в этих пословицах заложена народная мудрость об учебе и знаниях, большую часть которых мы получаем в школе. Итак, на сегодняшнем занятии мы познакомимся с новыми словами и выражениями, которые связаны с темой «школосу» в школе. Школа – маленький круг детства, где ребята делают свои первые шаги в мир открытий и свершений. Это мир юности, надежд и радости, где не угасает одухотворяющий поиск разума и добра. Ребята, и конечно же вы хорошо помните ваш первый день знаний, ваше 1 сентября, когда мама повела вас в 1 класс. Назовем этот день по-ирзянски. Таштамковонь Васентечись. 1 сентября. С этого дня вы стали учениками, и вас встретила ваша первая учительница, которая стала вашим спутником на пути к знаниям. Назовем, как будут звучать по-ирзянски слова «ученик» и «учитель». То навтните – ученик, то навтыте – учитель, учительница. В школе ученики общаются, учатся, взрослеют. Для многих школа – это что-то большее, чем просто образование. Ребята, как же на ирзянском языке будет звучать слово «учеба»? То навтнема. Все верно, молодцы. А какая самая главная книга первоклассника? Правильно, ребята. Конечно же, это азбука. По этой книге мы учимся читать и писать. Азбука открывает нам окно в большой, загадочный и прекрасный мир, где мы узнаем много нового и интересного. Скажем вместе: азбукась монь Васенти то навднема пелем. Азбука – мой первый учебник. Ребята, а какие еще умения, кроме чтения и письма, мы получаем в школе? Назовем эти слова, обозначающие действия, по-ирзянски. Ребята, повторяйте за мной. То навтнемс – учиться, ловномс – читать, сёрмадомс – писать, ловомс, ловномс – считать, ёвтнемс – рассказывать, рисовамс, артомс – рисовать. Молодцы, ребята! А теперь мы с вами научимся составлять краткие предложения со словами по нашей сегодняшней теме «школасо» в школе. Мон то навтнян школасо, я учусь в школе. Монтонавнян Васенте классо, я учусь в 1 классе. То навтните словный книга, ученик читает книгу. То навнитясь сёрмаде, ученик пишет. Андрей ёвни ёвкс, Андрей рассказывает сказку. Молодцы, ребята! В свободное время попробуйте самостоятельно составить предложение по образцам. А наш урок подошел к концу. Вспомним, что мы сегодня узнали нового, чему научились. Сегодня мы познакомились с новыми словами и выражениями по теме «школосу». Научились составлять с ними предложения. Итак, друзья, наш урок на этом завершен. Нам с вами было интересно. Надеюсь, и вам с нами было не скучно. Ждем вас снова в школе мордовских языков на наших следующих уроках. Вастомазанок! До свидания, ребята! Не мазанок вечки вексьялгат, улиде шумбрат. До встречи, дорогие друзья! Будьте здоровы! Уто